Судя по всему, мы можем начинать. И с удовольствием объявляем дату. Сегодня 6 ноября 2025 года. Четверг. В Башкортостане сейчас 10 часов утра. И на канале «Аспекты Башкортостан» новый выпуск утреннего информационно-аналитического шоу «Аспекты Республики». С вами сегодня здесь Женя Коноплин. Руслан Валиев. Доброе утро, дорогие друзья. Вернулись из отпусков, вернулись из форумов и всяких разных программ по развитию личности ваших дорогих ведущих. Поэтому теперь готовы развлекать вас далее. Да, все-таки, хоть и тяжелые у нас, как правило, новости, а мысли еще тяжелее, в любом случае мы понимаем и расцениваем нашу деятельность как определенную терапевтическую, поэтому можно сказать, что это даже развлечение, по-моему. Если ошибаюсь, напишите свое мнение, для этого у нас чат трансляции работает всегда и сейчас в частности. Даже в телеграм-канале, где мы ведем также свой стрим, можно писать мысли. Если, например, вы смотрите там и не можете смотреть в Ютубе, который, как известно, заблокирован, к чему послушные россияне в своей массе уже привыкли и с чем смирились. Чат ожил, также проблемы с никами остаются. Я даже кого-то могу еще вроде бы узнать, а кого-то узнать практически невозможно. Доброго утра желает Ренат Валиев. Фируза салям говорит. И радуется тому, что наконец-то с нами. А что у вас было? Или просто нас не было долго? Напишите, пожалуйста, в чем именно дело. Ну и всем остальным также спасибо говорим, кто уже в чате. И будем что делать? Погружаться? Новости в стране и в мире по итогам среды 5 ноября у нас были такими. Норвегия может использовать Фонд национального благосостояния для обеспечения европейского военного кредита Украине, пишет The Times. Средства могут послужить залогом. Решение уже поддержали больше трети норвежских парламентариев. Фонд Норвегии является крупнейшим в мире, его размер превышает 1,5 триллиона евро. В Запорожской области в результате обстрела пострадал один человек. По данным главы местной администрации Ивана Федорова, российские военные ударили по частным жилым домам в поселке Малокатериновка. Под обстрел также попали предприятия в Донецкой области. Повреждены объекты угольной отрасли, сообщили в Минэнерго Украины. Какие именно объекты, не уточняется. Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Гладков. По его данным, под ударами ВСУ оказались 3 муниципалитета. Дроны повредили газовые трубы, частные дома и автомобили. Москва не планирует возобновлять ядерные испытания, а лишь прорабатывает вопрос об их целесообразности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее Минобороны объявила, что Вашингтон отрабатывал превентивный удар по России и предложила Владимиру Путину провести ответное учение. Эти слова прозвучали на фоне отчета Пентагона о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Минутеман-3». Вот так вот. Германия с 1 января следующего года запретит въезд гражданам России с небиометрическими загранпаспортами, говорится в сообщении на сайте диппредставительства ФРГ в России. Исключение составят случаи, когда в документе есть действующая немецкая виза или ВНЖ. Тогда загранпаспорт будет считаться действительным в Германии до окончания срока его действия. В Москве суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, пишет ТАСС. Обвиняемым по делу проходит Ахмаджон Курбонов и 3 его подельников. По версии следствия, именно Курбонов подготовил бомбу, прикрепил ее к самокату и поставил его около дома Кириллова. От взрыва военный и его помощник погибли на месте.
Курбонов настаивает, что действовал по приказу украинских спецслужб. В Киеве свою причастность отрицают. Эстония депортировала экс-сотрудника ФСБ Павла Сементина, попросившего политического убежища, сообщает издание «Вот так». Полиция настояла на его немедленном выдворении после отказа в предоставлении статуса, не дожидаясь решения апелляционной инстанции. О дальнейшей судьбе Сементина пока ничего не известно. Это были новости за 5 ноября, среда. Ну что ж, с точки зрения спектакля, который вчера разыграл некий Владимир Владимирович Путин, с истеричным надрывом «давайте проведем учение», а потом Дмитрий Песков, который, собственно, создает некий образ уверенного в себе лидера, который взвешенные только такие решения принимает, сказал, что нет, Владимир Владимирович не говорил про учение, он говорил про возможность проработать, необходимость, нужны ли учения. Вот. Но перекакались, конечно, товарищи после того, как Дональд, решительный Дональд действительно пошел на этот шаг. Я вчера читал мнение Института войны международного, который, собственно, в контексте Мадуро было. А Мадуро, как мы знаем, тоже у нас под ударом находится Соединенных Штатов. И, собственно, Трамп неоднократно намекал на то, что различные могут быть сценарии, в том числе силовой, которого бы он, кстати, не хотел, но мало ли. И что мне, кстати, впечатлило, то что в Венесуэле больше половины населения поддерживает военное вмешательство, собственно, так или иначе, потому что, понятно, много мигрантов, и те, кто составляют диаспору, там 64% жителей, а, собственно, 34% среди жителей внутри Венесуэлы. России, конечно, такие проценты только снятся, к большому сожалению. Но тем не менее, собственно, читаю я про то, что Россия с Венесуэлой, братья, и коснись чего мы американцам, собственно, покажем, где зимуют. Но институт пишет о том, что да, Путин вызывает призрак ядерной войны, чтобы заставить Трампа и европейских чиновников уступить российским требованиям, которые российские силы не могут обеспечить на поле боя. Предполагаемые характеристики оружия, которое расхваливает Путин, могут быть новыми, но эти системы не меняют базовую структуру сдерживания, которая предотвращала ядерную войну с 1945 года. Какие выводы мы можем сделать из этого сообщения? Что в целом никто в мире это никто не боится. Никто не боится. И если уж даже институт, который в целом не должен говорить слова «расхваливал Путин», глумится и смеется над этими заявлениями, то, к сожалению, деда уже не боится никто. Это еще на фоне того, что про Лаврова много сообщений, что он в отставку собирается, потому что устал уже от всего от этого. В общем, может, конец близко все-таки, а? Может, да? Может, тоже да? Хотел бы я тоже быть оптимистом, как эти товарищи из института, но, правда, я немножечко более скептически отношусь ко всем этим вещам, в том смысле, что, мне кажется, у них уже ничего в головах такого не осталось, у наших, имею в виду, и они могут себе это позволить. Поэтому, хорошо, хотелось бы, конечно, верить в лучшее. Так, а что говорил мэр Нью-Йорка про Трампа? Я, конечно, точнее, к сожалению, не видел. Это Азат в чате спрашивает. Там новый мэр, представитель Демпартии, представитель левых социалистов арабского происхождения. И он довольно любопытный персонаж, судя по всему. Послушаем сегодня Breakfast Show, там, скорее всего, расскажут о том, что он там говорил и как это понимать. Мне кажется, все эти мэры, это просто прекрасное свидетельство того, как работает демократия. И все. То есть, так надо, в принципе, жить и существовать. И в стране могут быть крутые мэры, которые совершенно неожиданно оказываются на своем посту и потом могут себе позволить говорить все, что они хотят, о ком угодно, включая о главе государства.
Поэтому тут, как говорится, что такого. Молодцы. Все Подтверждают. прекрасно, но есть ощущение, что в принципе наш мир находится на таком... Не хочется быть дедом со скрипящей спиной, но, к сожалению, происходят иногда такие мысли о том, что мы скатываемся в популизм, в мышление уровня ролика ТикТока, уж простите за мой совсем старческий маразм. И периодически это выливается в таких вот мэров, которые то что-то антисемитское скажут. А как в Соединенных Штатах может быть антисемитизм среди, собственно, мэра Нью-Йорка? Я не очень понимаю. И они все выглядят как-то очень странно. Это, с одной стороны, торжество демократии, с другой, это не имеет все-таки какого-то ничего общего с демократией, где люди обсуждали ценности. Если ты посмотришь сейчас дебаты Обамы с его, я не помню, кто у него, Кейни был, кто-то какой-то вот республиканец, да, соперник, и они уважительно по отношению друг к другу дебатировали на уровне ценностей, а не на уровне там, кто чью там задницу, а ты вот этот, ну, то есть это абсолютно Дом-2, и, собственно, и Трамп тоже Дом-2, и этот мэр, и я всего этого не понимаю, я не понимаю, в какое время мы в этом плане живем. Какого-то действительно, возможно, кризиса демократии, я не знаю. Вчера я слушал большое выступление Шойгу, он говорил о том, что демократия западного типа умирает, что у нас будет многополярный мир. Вот. Как можно подменить демократию многополярным миром, я не очень понимаю. Видимо, принимать ближнего своего, каким он есть, если он даже ест собственных детей в государстве, то это тоже многополярный мир, видим. Но, в общем, мне это все не понравилось с точки зрения того, что, опять же, там в детстве, помнишь, читаешь там про империи, там, про Римскую империю, про греческую. И, конечно, это был другой уровень дискуссии какой-то. А то, что сейчас, я не очень понимаю. Давай. Как бы вот эти вот мысли, скепсис вообще вполне понятен и уместен, мне кажется, на сегодняшний день для здравомыслящего человека. Тут, в общем-то, не отнять и не убавить. А к новостям республики, как говорится, Да. они у нас тоже есть, как ни крути, все-таки рабочая неделя уже не только началась полноценно, но и заканчивается скоро. Вот «Коммерсант», газета, пишет про нашу с вами ОДК «Умпо», которая от продажи двигателей получает неплохую, судя по всему, выручку. Например, за 3 квартала текущего года она составила 52 миллиарда рублей. Значит, всего выручка предприятия превысила 80 миллиардов рублей. Это больше, чем на аналогичный период прошлого года на 5%. Убытки предприятия увеличились тоже по сравнению с прошлым годом на 2 миллиарда рублей и приблизились к 10 миллиардам. Это вот официальная отчетность предприятия, которую изучили журналисты «Коммерсанта». Себестоимость продаж в этом году выросла при этом. Дальше там есть куча других показателей. Какие из этого делать выводы? Ну, тут, наверное, надо быть специалистом отрасли. Мы свои выводы очень простые делаем. Пока их услуги востребованы, надо сказать, держатся на плаву. Еще и народу понабрали. Что там будет происходить, когда все-таки что-то изменится? Это остается очень большим вопросом. Вот, а пока такие цифры мы наблюдаем. А народ где понабрали? Ты сейчас про что? В смысле, про народ? Ну, так, сотрудников же набирали какое-то время. Сейчас вроде перестали, конечно, но вот уже 3 года, как они говорили про дефицит, людей действительно принимали на работу. Это факт. А дальше что? Это вопрос. Ну, давай так, конечно, УМПО не только себя кормит, но и другие предприятия, которые к нему присобачили как к ведущему, да, как мне всегда казалось, ведущим, по крайней мере, крупнейшему, собственно, предприятию авиационному в нашей стране. Вот. Тем не менее, да, не хочется забывать о том, что не так давно мы обсуждали новость о том, что УМПО, вероятно, приостановил прием персонала на нерабочие, собственно, вакансии, да, это речь идет о инженерном
инженерах, конструкторах там, и так далее и тому подобное, менеджерах. В общем, опровержения-то мы этого не видели, хотя вроде как и новость сама не имела какой-то источник, которому на 100% можно доверять, но тем не менее никто не опровергал. Вот. Вместо этого выкатили вот такую вот статистику через «Коммерсант». В общем, не совсем понятно, что с УМПО происходит. Вот. Но я неоднократно говорил, только могу повториться, то, что там, если даже треть сотрудников уволить завтра, за исключением как раз-таки рабочего состава, то я думаю, что работа завода никак не изменится от слова совсем. Потому что, реально я знаю человека, которому сейчас, я думаю, где-то лет 50, и этот человек отлынивает от работы последние 15 лет. Он выдающийся, классный парень, но он любую задачу ты ему даешь, он пытается найти человека, на которого можно ее спихнуть и дальше сидеть, знакомиться с молодыми девушками на заводе. В общем, это вот показатель, да, показатель, когда люди в субботу приходят на отработку для того, чтобы потом иметь возможность опаздывать. И они приходят и читают там Гарри Поттера. Я не понимал, что я делаю в этом детском саду для престарелых, потому что люди сидят и читают Гарри Поттера в субботу, чтобы потом иметь возможность опоздать или получить надбавку к зарплате. Мне кажется, что подходы там, конечно, остались еще со времен Леонида Ильича или кого там. В общем, очень интересное место. Слава богу, убежал оттуда. Ну, вот эти наблюдения, то, что они личные, это прям классно, да, дополняет картину. Действительно, и можно себе представить, сколько бездельников гуляют по цехам, особенно по офисам, и действительно... Именно по офисам. Про цех я ничего не говорю. Там абсолютно обратная ситуация, когда людям дают нулевую смену, им приходится проезжать ни свет, ни заря, работать там сутками под лампочку вот эту. Ну, то есть мы же в университете учим, когда источники света должны быть, да, то есть по нормативам. А там какая-то лампочка, вот это вот пшик-пшик делает. Что-то там по стенам подъездным таким, знаешь, с вот этой зеленой краской и побелкой. Вот ты идешь, как в игре «Сталкер», и человек работает. Ну, это наоборот. Я не говорю, что они бездельники. Я говорю про то, что как раз-таки, да, в офисах там таких товарищей полно. В том числе, вот, хоть завтра товарищи пруфы, которые пишут большие разоблачительные статьи про Хабирова. Напишите статью про Симонова и его семейство, где половина родственников сидят либо в руководстве, либо в менеджменте. Это невозможно, это нельзя, это нарушение закона вообще-то. Но там этот зам, этот внук, там людей с фамилией Симонов на заводе такое количество, помимо жен и племянников, что с ума сойти. Почему так происходит? Да? Может быть, уже, конечно, нет, но я думаю, что, если честно, как разбудите меня через 100 лет, да? Поэтому не сомневаюсь. Вот. Собственно, можем пойти дальше. Давай. Еще одна такая большая новость, проработанная непосредственно аспектами Республики Башкортостан. Новость, касающаяся Ильдара Абдразакова, оперного певца и человека, который из, не знаю, сколько звезды, но человека, который был вхож всякие различные коллаборации, так скажем, да, гастроли международные. Человек превратился в такого лоялиста Владимира Путина, доверенное лицо президента. Вот. Но, тем не менее, эти певцы, эта эстрада, они, видимо, изо всех сил, они, не знаю, может, не верят в силу интернета или чего, но пытаются попасть на какие-то гастроли в Италию, чтобы, как сказать, я понимаю, люди элита все-таки, да, семья Абдразаковых, интеллигентнейшая семья понятно, с очевидным желанием не выступать в Уфе или Севастополе, а все-таки куда-нибудь их тянет в другое место. Итак, в январе 2026 года Абдразаков планировал исполнить партию Дон Жуана в одноименной опере Моцарта на сцене театра Вероны. Ни много ни мало. Верона — это у нас Италия. Однако против приезда певца выступила итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni. Могу ошибаться, но к требованию отменить
приезд доверенного лица. Также присоединилась и вице-президент Европарламента Пинна Пичерно, которая летом 2025 года активно выступала против приезда также дирижера Гергиева. Да, и, собственно, в Италии тот не выступил. Так, два слова для тех, кто забыл или, может быть, не знает. До начала так называемой специальной военной операции Абдразаков активно гастролировал, но после концерты вдруг прекратились. В 2024 году певец стал доверенным лицом Путина, возглавил театр в аннексированном Севастополе и вошел в президентский совет по вопросам культуры. И, собственно, именно Абдразаков был один из немногих, но тех, кто участвовал в составлении списка 37 патриотических композиций для изучения на уроках музыки наших с вами детей и внуков. В перечень вошли такие прекрасные композиции, как, собственно, песни Шамана, Олега Газманова, Дениса Майданова и даже блатного практически исполнителя под кликухой Трофим. Вот такой вот Абдразаков. Я думаю, что он, кстати, у себя дома Трофима ни разу не включал, так же, как и Дениса Майданова, так же, как и Шамана и Олега Газманова. Зная, может быть, не настолько близко лично эту семью, да, но через некоторых людей, зная, насколько это люди все-таки такие, знаешь, вот такая вот интеллигенция. Знаешь, интеллигенция же бывает такая вот, которая вот демонстративно уезжает, а бывает, которая демонстративно такая вот, собственно, соглашается и присягает на верность. Но сами они с этой властью, естественно, ничего общего не имеют, просто вот это какой-то боязнь, страх, конформизм и так далее и тому подобное. Вот и Абдразаков туда же. Поэтому при всем уважении к его таланту и творчеству, конечно, в этой ситуации лично я выражаю поддержку тем, кто выступает против его гастролей на европейских площадках. Безусловно, как говорится, за свои действия нужно хоть как-то отвечать. И речь не идет про полную отмену, как я полагаю, речь идет о том, что вот сейчас в этих обстоятельствах это было бы не совсем правильно. И надеюсь, что в этом смысле общественная дискуссия, которая присутствует в демократических странах, выйдет на, скажем так, светлую сторону. Что, в принципе, происходило и недавно, по примеру Гергиева, мы это видим, ты только что об этом упомянул. Я даже больше скажу, я видел цитату Лени Волкова в этом плане, и, собственно, я так понял, ФБК тоже решили поучаствовать в этой истории. Вот, конечно, в аспектах мы ей не дали от греха подальше, но, тем не менее, я так понимаю, что дело пахнет чем-то серьезным, и, конечно, никакого Абдразакова в Италии не будет. Так что, Ильдар, если вы нас слышите, не собирайте чемодан, рано. В общем, может быть, это и не столь серьезно, как более какие-то важные вопросы, но это символический смысл действительно несет, такой смысловую нагрузку действительно имеет довольно-таки существенную. Вот. Что касается дискуссий в нашем чате, я все-таки призываю не ссориться, дорогим друзьям. Мы всех любим, всех ценим, всех понимаем и благодарим за любое участие в нашей деятельности. Поставить лайк и написать комментарий в чате – это уже большое участие. И каждый расценивает действительно свои возможности, исходя из имеющихся ресурсов и приоритетов. Здесь, опять-таки, все в порядке, поэтому молодцы. Любые ваши действия, не обязательно деньгами. Но если какие-то ресурсы на это есть, пожалуйста, направляйте. Нужда нашего проекта в этом никуда не делась. Поэтому ссылки в описании легко найдутся на разные сервисы, которые позволяют это делать. Либо через YouTube напрямую легко это можно делать даже публично, через всякие супер сообщения, там супер какие-то эти, как они там называются, простите, суперчат, супер стикеры, спонсорство. Вот я посмотрел, как они там называются. Вот. А мы дальше идем. И, опять же, экономическая тема, которую мы иногда можем раздуть, как вы видите, очень серьезно. О башкирской особой экономической зоне Алга 5 лет подсчитали пруфы. Вот так буквально вчера вроде бы делали. И тут дальше в заголовке пугающее, значит, предостережение. Как республика путает отчеты, чтобы скрыть провал. Представляете? Значит,
В буквальном смысле особая экономическая зона – это внутренние российские офшорные островки. Ну, я надеюсь, вы помните, да, что такое особая экономическая зона. Там можно регистрировать предприятие, бизнес и платить меньше налогов, либо какое-то время вообще не платить. Значит, тут история того, как эти самые зоны появлялись в разных местах. Например, Алабуга в Татарстане. Тут описание есть соответствующее в пруфах. Вот. Значит, и о том, как отчитываются чиновники, отвечающие за создание этих компаний, и как за этими отчетами зачастую либо ничего не стоит, либо стоят совершенно минимальные какие-то решенные вопросы. Сейчас вот мы дойдем. Цифры. Значит, минуточку, да. В бизнес-плане, который подготовили в начале работы, зона Алга заявляла, что все вложенные инвестиции отобьются за счет налогов. Регион вложил деньги в создание инфраструктуры особой зоны – дороги, коммуникации, энергоснабжение. Это инвестиции государства. В ответ государство ожидает, что резиденты начнут производить товары, получать прибыль и платить налоги. Это будущие налоговые поступления, то есть которые придут когда-то в будущем. До 29 года был разработан план, и в нем предполагалось, что суммы значит, выручки резидентов особой экономической зоны к 2029 году достигнут 453 миллиардов рублей. И соответствующие налоговые выплаты должны были появиться. 3000 рабочих мест должно было там появиться. Вот. Планы, как пишут пруфы, наполеоновские были. Вот. Ну а что есть в итоге по факту, тут, мягко говоря, все очень вилами на воде писано. Как экономист Рустем Шаяхметов пояснил изданию, началась игра с формулировками, поскольку главное информагентство республики пишет, что производство вложит уже 65 миллиардов рублей, и только это позволит создать более 2700 рабочих мест в будущем. То есть, получается, на сегодняшний день о реальном достижении запланированных показателей речь вообще не идет, хотя срок стремительно приближается к финальной точке. В общем, если кто-то ожидал каких-то особых успехов от особой экономической зоны, то придется, видимо, пока быть немножечко разочарованными. Мы много видели новостей на эту тему, о том, там, как что-то открывалось, как что-то запускалось. Но вот по факту-то кто-нибудь видел, как это работает? Ну, лично я по понятным причинам не видел, поэтому спрашиваю у вас, как там вообще ощущения, впечатления. Может быть, какие-то знакомые, значит, пытались работать или работают даже. Хотелось бы разобраться более подробно. Ну, давай так. Изначально просто понятие офшор в отношении России работает несколько странно, потому что если мы возьмем нормальное государство, цивилизованное, то там офшор – это что такое? Это исключение из правил, правильно понимаю? А что такое вообще Россия? Россия в таком случае – это и есть некий офшор, где у тебя, собственно, для одних правила одни, для своих, для чужих – чужие. То есть, ну, как бы, свои чужие, враг, друг и так далее. Так, а как, собственно, должен существовать офшор, если у нас и так страна офшор? В офшор внутри офшора, я немножко не понимаю. Вот, то есть на бумаге это выглядит все примерно как прочитанная мной в юности суверенная демократия. Только, к сожалению, суверенная демократия это не демократия вообще. И, собственно, офшор внутри офшора тоже не офшор. Поэтому как бы все как обычно очень интересно, конечно, описывается. Очень большие планы всегда у этого всего. Не позднее, как там, опять же, в детстве смотришь, не позднее 2025 года выйти к цифрам, там, не знаю, ВВП Англии. Но каждый раз что-то мешает. Надули. Вот. И тем не менее дуют и, собственно, доят как раз-таки население и наших прекрасных подписчиков. Угу. Так что ждем от вас, дорогие друзья, чего-нибудь на эту тему, каких-то наблюдений.
Вот. По поводу вопроса Яма Башкарта, да, в отпуске. Лично я был, вот, Женя был на мероприятиях, так что действительно мы на прошлой неделе почти не выходили, хотя один стрим все-таки состоялся как раз, по-моему, ровно неделю назад он был, Я да. думаю, что качество этого стрима, собственно, по нему было видно, что, конечно, возможности вот так вот перенести даже те скромные возможности, которыми лично я, например, располагаю, было нереально. Вот, это, то есть я тоже тогда говорил, что мне пришлось закрыться в келье, вот, а в кельях и вообще в монастырях хорошая акустика и очень хорошее эхо. И, собственно, ну, было очень сложно. Помимо того, что было холодно, вот, поэтому будем стараться выходить в привычных нам домашних условиях. И двигаться дальше по новостям. Политическая публикация есть сегодня одна хотя бы, более-менее серьезная. Наши коллеги из американского медиа подготовили статью о том, почему же отправили в отставку Азата Бадранова. Ну вот вроде бы все уже случилось, вроде бы человек уже нашел свое место на трудовом поприще, но журналисты вполне ожидаемо продолжают делать анализ и пытаться отвечать на вопросы. В заголовке выведена цитата: «Эффективность его, как куратора внутренней политики, была близка к нулю». Это, видимо, мнение кого-то из комментаторов, которые предоставили свое мнение. Так вот, значит, давайте мы сейчас найдем. Значит, свою общественно-политическую деятельность Бадранов начинал в ставшем в нулевые годы Союзе башкирской молодежи СБМ, соответственно. А кем он ставшим? Не совсем понятно. В общем, надо сразу обратиться к последнему, скажем так, периоду. Новый импульс в карьере чиновника после многих разных перемен мест придала война, соответственно, текущая. В апреле 22 года Ради Хабиров назначил Бадранова первым вице-премьером республиканского правительства, но осенью 22 года, в начале ноября, насколько я помню, Бадранов отправился добровольцем на СВО. Как предполагали тогда журналисты издания «Пруфы», одной из причин этого стала угроза уголовного преследования в связи с делом об избиении в Баймаке. Но это предположение. Речь шла про избиение активиста Ильдара Юмагулова, которое само по себе избиение было еще 2 годами ранее. Прошедший с Хабировым огонь и воду, входивший как минимум в 5 самых влиятельных людей в республике, Бадранов не сумел получить согласование в федеральных органах власти на пост руководителя администрации главы Башкортостана, утверждало издание «Правда ПФО», комментируя более-менее последние события. Не секрет, что в Москве у него есть недоброжелатели, которым не нравился характер участия Бадранова в национальной политике в республике и близкая дружба с бывшим председателем Совета директоров Башинформа Ростиславом Мурзагуловым. Вот так вот даже утверждается. Здесь я насчет близкой дружбы, наверное, все-таки проявил бы определенный скепсис. Издание «Пруфы» за неделю до окончательного ухода чиновника, ссылаясь на свои источники, писали, что смещение Бадранова – это заслуга премьер-министра Андрея Назарова. Вот эта точка зрения, мне кажется, хоть какое-то право на жизнь имеет и вполне себе уместна. Значит, на самом деле Бадранова не понизили, а попросту выгнали, считает политтехнолог Андрей Потылицын. Для этого была очень веская причина. Допустил действия, не могу назвать, что именно, которые для Хабирова были расценены как недопустимые. Руководителем администрации главы РБ он так и не стал, потому что его не утвердила Москва. Эта должность находится в тесном контакте с ведомством Сергея Кириенко, где были категорически против кандидатуры Бадранова. Также его не одобрили силовики, у них тоже для этого есть веские причины. Это мнение Потылицына. В общем, тут еще есть целый ряд мнений, можете ознакомиться, и это может быть любопытно, но у меня возникает одна интересная, совершенно неожиданная в этом смысле
идеологема, да? Вот Бадранов, вот весь такой ура-патриот, на войну сходил, поддержка там Хабирова, линии президента, и все прекрасно. И если правда, что его неназначение на пост главы администрации связано с позицией кремлевских чиновников из команды Сергея Кириенко, то, мне кажется, он, как никто другой, в глубине души или на самом деле должен понимать, как ущербно устроена та система, в которую он пытался все эти годы встраиваться и в которой пытался делать карьеру. Из этого можно сделать выводы о том, как республике, мягко говоря, не хватает самостоятельности. Вот будь больше полномочий у его непосредственного шефа, как еще несколько лет назад было у Муртазы Рахимова, никто бы и не спрашивал у московских чиновников, кого назначить руководителем администрации. А так вот, пожалуйста, не назначают, а в конце концов еще и выгоняют. Из таких людей, знаете ли, в конце концов могут получиться очень хорошие деятели в определенных направлениях. Я думаю, понимаете, о чем я говорю. Ну и на этом закончу данную мысль. Ну, лично для меня Азат Бадранов как был, так и остается именно тем самым титушкой с барабаном в 2005 году. Пятом, да. Союза башкирской молодежи. И, собственно, даже где-то за кулисами, где-то там встречая его кулуарно, этот человек не обладал в принципе каким-то базовым с точки зрения, ну вот совсем прям низкого уровня там, возможностью выражать свои мысли, высказывать, мыслить в принципе. То есть это мое искреннее мнение, не пытаюсь оскорбить человека. С точки зрения, я не понял статьи, что эффективность была нулевая, близка к нулю, как говорит один из экспертов. Вот, я понимаю про личную преданность главе, она действительно имела место быть, очевидно, но собственно, все остальное я не заметил ни каких-то особых... Но это не выделялся для меня. Политика внутренняя, она как была, так и остается вот той самой, которая в регионе была до этого вот, с точки зрения войны. Да? Я не очень понимаю, чем Бадранов там особо мог накосячить. Мне кажется, это действительно какие-то внутренние разборки Назарова и других каких-то таких кругов. Я не знаю, может быть, еще какие-то есть силы, может, за какие-то грехи, но уж точно дело не в эффективности. У нас что, мало неэффективного среди чиновников товарищей в Башкортостане, их там полно, и я бы к этому не смещался. Это единственное, что мне в этой статье не понравилось, когда они вот эту цитату одного из анонимных экспертов вывели на, собственно, в заголовок, что эффективность была равна нулю. Если бы они оценивали по эффективности чиновников в Башкортостане, там сколько людей бы осталось, да, то есть, ребят, давайте не будем. В общем, немножко даже стал на защиту. Бывает. Понимаю. Так. И дальше у нас из важного, общественного такого политического, наверное, все. Но есть другие события, которых тоже хотелось бы упомянуть. Вчера все писали о том, как подросток в Башкирии выстрелил в глаз сверстнику из пневматического оружия. То, что подростки могут между собой устраивать разборки, ничего удивительного нет. Но вот пневматическое оружие в свободном доступе – это, конечно, вопрос. Пострадавший получил серьезную травму, его госпитализировали в больницу, и врачи стали оказывать помощь. Стерлитамакское межрайонное управление СК организовало процессуальную проверку. В общем, и, соответственно, дальше могут быть какие-то выводы и меры. Вопрос, откуда у подростка пневматическое оружие? Вот. Как у нас с контролем за этими вещами? С одной стороны, в стране сложно приобрести оружие, и свободного оборота его нет, как, например, в США. С другой стороны, мы имеем вот такие вот преступления, когда человек свободно им владеет, не имея на это права уж точно, поскольку несовершеннолетние пользоваться оружием не могут, даже если у родителей это оружие имеется вполне официально и хранится, как положено, в сейфе. Я в начале десятых, еще когда журналистом не был, почему-то, помню, загорелся идеей
получить пневматическое оружие. Ну, в смысле, купить, а для этого получить разрешение. Даже какие-то процедуры прошел. Потом что-то там замешкался и, слава богу, как говорится, не дошел до конца. Помню, что там довольно сложная бюрократия, решаемая, но довольно муторная была на тот момент. Потом еще ужесточали, потому что курсы стало необходимо проходить не онлайн там, и дистанционно, а физически приходить на «Динамо» в Уфе. Вот туда я уже ходить не стал и ситуацию забросил. Вот. Но хорошо помню про сейфы, про участкового, которые должны это все бдить, смотреть и так далее. А тут, пожалуйста, вот берет подросток и своего сверстника ранит и причиняет травму, которая, возможно, будет иметь последствия на всю жизнь. Вопрос, почему и что с этим будет дальше? Ну, я как бы не сторонник, конечно, опыта Соединенных Штатов, где у каждого человека под подушкой револьвер, да? Ну вот. Хотя, если бы было так, наверное, митинги в России проходили бы гораздо веселее бы в конце десятых годов. Это одна из основ же, столпов американской демократии. И там действительно есть определенный страх перед народом, потому что у народа есть оружие. Так что... И плюс это же самое оружие, с одной стороны, является фактором риска, что кто-то кого-то может расстрелять. Что происходит? С другой стороны, это останавливает большое количество потенциальных злоумышленников что-то сделать, потому что они понимают, что прилетит в ответ. По-моему... Нормально ли в цивилизованной стране устраивать такой вот Техас, наверное, не очень, и мы все-таки критикуем, да, в основном Соединенные Штаты за то, что они никак не могут эту поправку поменять. А почему не могут? Это же Конституция, иди поменяй, да? Вот. А с точки зрения того, что, ну, попался ребенку под руки оружие, мне кажется, что вполне себе такое время от времени бывает. Нельзя сказать, что это систематично. Ну, вот. И понятно, что это как-то тихонечко где-то достали, у кого-то где-то там купили, непонятно как. Вот. И, собственно, тут... Я такие новости терпеть не могу, потому что у меня в силу моего воображения я сразу начинаю представлять себя не то стрелявшим, не то пострадавшим, мне становится плохо. Такие вот эмпатичные у вас ведущие. Вот, поэтому пойдем, наверное, дальше. Я, наверное, рассказал бы про новость. Собственно, в Башкортостане выплаты заключившим контракт продлили еще на 1 месяц. Ради Фаритович Хабиров, в отличие от своих, я так понял, татарстанских коллег, не спешит радикально сокращать выплаты, ибо, напомню, размер единовременной выплаты в регионе 1 000 000 рублей. При заключении контракта в Уфе 600 тысяч. А еще 700 тысяч добавляет непосредственно город. То есть сумма не маленькая. Ради Фаритович внес изменения в указ о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу, выплаты при заключении контракта до конца ноября. Также выплаты распространили на лиц без гражданства, заключивших контракт 7 июля 2025 года. Да, есть, кстати, такой вот парадокс, что у нас с одной стороны ведется какая-то непримиримая борьба с бедными мигрантами, с другой стороны, я опять же вчера читал, поделюсь о том, что в Ираке, не самой прогрессивной страны в мире далеко, в Ираке и в соседних государствах, в Египте бьют в набат из-за того, что их мальчики, смотря ТикТок, зачастую натыкаются на спам-рассылки в этом самом ТикТоке, на спам-видео со стороны нашего прекрасного государства о том, что, мол, вот, ребята, у вас-то денег нет, там каждый третий в Ираке без работы, и им предлагают заработать те самые $2000 за подписание контракта, плюс выплаты, плюс, собственно, гражданство и тому подобное. И по словам некоторых всяких политологов и экспертов внутри Ирака, уже 5000 иракцев заключили контракт и находятся на службе в ВС-РФ. Вот, поэтому, собственно, закончится война, вам еще и иракцы будут ходить по улицам, что, я думаю, некой экзотики добавит
на фоне наших привычных СВОшников еще и иракские СВОшники с ПТСР. Это, конечно, интересно. Ну что, в последние дни у нас в телеграм-каналах распространяли фотографии башкирского воина, с позволения сказать, в обнимку с представителями африканских государств. То есть иностранных наемников, судя по всему, в процентном соотношении становится все больше и больше. В некотором смысле новость даже позитивная, потому что наших соотечественников становится меньше. И значит, желающих, может быть, все-таки становится реально меньше со временем. Вот. В этом плане дураки, конечно, они перевелись в первые полгода, наверное, которые с криками «Гойды» туда побежали. Все остальное это бедность, собственно, вынужденная какая-то мера, как бы это ужасно не звучало, да, то есть доведены люди до такого состояния, что готовы отдать свою жизнь за это, за все, но да, много у нас наемников, только ты сказал наемник, а знаешь, вот наемник наемнику рознь, конечно. Это не французский легион, где людей сначала готовят, они становятся профессиональными военными, а потом уже участвуют в каких-то операциях. Я думаю, что у нас в стране сколько месяц длится эта подготовка несчастного безработного иракца, который поехал за легкими деньгами, и вот он, собственно, бежит с автоматом уже через месяц куда-то штурмовиком, поэтому это все, конечно, неэффективно очень, помимо прочего. Вот, я думаю, что северокорейцы нам об этом сказал, где эти северокорейцы. И вот ничто на самом деле не повышает настроение, как жаба гадюкинг, поэтому, чтобы этот блог немножко подытожить, прочитаю цитату журналиста, блогера Ивана Филиппова, который ведет замечательный телеграм-канал «На Западном фронте без перемен». Он пишет: «В полыхающей третью неделю гражданской Z-войне, в результате которой военный волонтер Роман Алехин стал иноагентом, а известная провоенная активистка Татьяна Монтян влетела в список террористов, интересы Владимира Соловьева, по мнению Z-сообщества, представлял мусорный канал «Охранота в ватнике». Названия-то какие у них. Сегодня, вчера, получается, администратору и этого канала пришлось отвечать перед законом, его задержал Центр Любопытно в этом контексте вот еще что. Очевидное участие в происходящем командира Ахмата с позывным «Аид» и лично генерала Апти Алауддинова. В общем, все тут они смешались в одну кучу и прекрасно друг друга начали пожирать вот в отсутствиях, скажем так, реальных врагов и конкурентов перед носом. Да потому что, лохи, ребят, хватит быть лохами. Неужели вы думаете, что вы когда-нибудь станете для этих людей своими посредством гвардии, молодой, посредством каких-то движений, посредством того, что ты из трусов будешь выпрыгивать с криками за ЗВ, это все. Нет. Как только поменяется абсолютно циничный подход к этой ситуации, сразу же вы все отправитесь в места не столь отдаленные, отправят вас первыми, потому что не нужны ультрапатриоты, даже такие ряженые, как вы, никому. Владимир Путин не патриот России, не патриот. И не мыслит он категориями, что надо окружить себя патриотами. Он окружает себя лояльными, жадными людьми, а вы все мясо пушечное. Когда эти люди начинают что-то писать в телеграм-канале, что а правильно ли мы, сразу вы летите вместе с головой со своей, потому что эта власть, она не приемлет собственно, таких подходов. И как говорила Чичерина, я абсолютно согласен с Чичериной в конкретном ее тейке, где она говорила, что такие настоящие патриоты, как я с гитарой, мы не можем сомневаться в Чичерине, как в человеке блаженном исключительно, это не жадность. Такие люди, как я, не имеют ротации, мы не нужны. Ротацию имеют ряженые, свои какие-то, а мы эти патриоты ездим по Донбассу, собственно, ездим по окопам и там поем, и про нас не слышно. Поэтому какой-нибудь, я не знаю, Филипп Киркоров 33 раза извинившийся, он там, или Клава Кока, или даже группа Аяла, они могут где-то появиться, а мы нет.
Поэтому тут надо, конечно, быть умнее товарищам патриотам и переходить в наш прекрасный лагерь. Сдаваться в Тбилиси. Именно так. Это, на всякий случай, хорошая иллюстрация того, что в провоенном лагере очень разные люди. Там настолько крайне противоположные есть позиции у одних и тех же людей, которые поддерживают войну, что иной раз с некоторыми из них мы даже ближе, чем они между собой. Это так. О, в чате пишет. Оло, вы на столько статей наговорили, приезжайте в Уфу, для вас камера готова. А то ли мы в этом с Русланом сомневались. О чем скулит этот щенок? Ну, понятно, в общем, понятно. С точки зрения камеры, ну, слушайте, если бы мы думали, что нам ничего не грозит, наверное, мы бы не сидели бы в Германии. Мы бы прям из России, с радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе бы то же самое говорили. Но, к сожалению, у нас не свободная страна, как вы сами об этом только что сказали, что независимой журналистики в России нету. Спасибо вам, дорогой патриот, за то, что обратили на это внимание. Видите, ну, с патриотами почти во всем можно согласиться. Вот человек говорит, что для журналистов у нас камера. Разве ты не согласен? Я согласен абсолютно. Да, именно так. Именно так. Ну что ж, еще у нас кое-что остается. Конечно. Из пропагандистских источников мы узнали о том, что, например, в Стерлибашевском районе Башкортостана простились с последним ветераном. Скончался почетный гражданин района, ветеран Великой Отечественной войны Зуфар Гафеев. Его не стало на 98-м году жизни. Казалось бы, ну, вполне понятное событие, которое, к большому сожалению, но оно не может не случиться, и, скорее всего, так оно и происходит везде. И поэтому большой почет и уважение к ветерану, никаких вопросов здесь нет. В общем, достойную жизнь прожил человек, длинную жизнь, всем бы так. Но я хочу не на это внимание обратить, а на то, что как же так? Вы заголовки-то все-таки правильно публикуете. У нас ветеранов теперь, знаете ли, пруд-пруди на каждой улице, в каждой деревне. Просто надо уточнять, о каких ветеранах идет речь. Ветерана Великой Отечественной войны? Да. А вот уж, простите, ветеранов всяких других безобразий у нас много и будет еще больше. Палятся. Они прекрасно понимают, что слово «ветеран» соотносится только с одной войной. И мы читаем «ветеран» и сразу все понимаем. Поэтому для ветеранов так называемые СВО, они пишут ветераны СВО. То есть есть вот эти специальные ветераны, специальные военные операции. Есть обычные настоящие ветераны, трушные ветераны. Вот они, собственно, уже уходят, в основном-то, конечно, уже ушли из жизни по понятным причинам, сколько уже времени прошло. Именно так. Так. Вижу вашу дискуссию тут по поводу каких-то вопросов ислама и древней истории разных территорий. Наверное, погружаться в эту часть не будем. Просто нет на это элементарно времени. 8 минут, да, вряд ли мы что-то такое успеем. А что еще? Вот написал наш патриот, что я скулю. Но скулит-то не я, как выясняется. Скулит целая республика Башкортостан, потому что она вошла в число лидеров, в число регионов с наибольшим числом DDoS-атак. По данным МТС и Red Security за третий квартал в республике зафиксирован рост тех самых DDoS, кибератак. Башкортостан стал одним из атакуемых регионов наряду с Самарской и Саратовской областью. С июля по сентябрь заблокированы 50 тысяч атак, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На региональные организации пришлось 22% всех инцидентов. Основными целями злоумышленников стали компании нефтегазовой отрасли и онлайн-торговли. Вот, собственно, такие вот у нас, так вот и живет республика в DDoS-атаках. Опять-таки, почти Гойда, так называемая, наступила. И вот в подтверждение новостей про Гойду другая новость из мира интернета. Оказывается, в мессенджере Макс можно звонить из России в страны СНГ и наоборот. То есть, понимаете,
Мы уже жили давно, как бы, ну, скажем так, в 21 веке. Ни для кого не было удивлением, что можно вообще звонить с помощью мессенджеров, IP-технологий куда угодно, вне зависимости от расстояния и границ. То есть это было привычным явлением для самых пожилых бабушек уже. Не только там для каких-то продвинутых пользователей интернета, как это было там в нулевые годы. И тут как новость, как достижение нам преподносят, что вау, в мессенджере Макс можно звонить из России в страны СНГ, ё-моё. Вот продвижение, вот достижение. Даже с парковки, кстати. Даже с парковки. Ой, боже мой. Ну, если серьезно, тут, конечно, речь о том, наверное, что все-таки запускают они там или уже запустили возможность зарегистрироваться с номеров не только российских. До сих пор ведь это было именно так. Получается, идеологи и создатели данного мессенджера, государство наше, по сути дела, внедрением этого мессенджера и исключением других мессенджеров вели к тому, чтобы соотечественники не общались между собой, если одни живут внутри страны, а другие живут за ее пределами, например, где-нибудь в Европе или Америке. Во многом это даже им удалось. Затруднения точно возникли. До сих пор, я знаю, не все справились с этими затруднениями. Люди даже посты пишут в фейсбуках о том, как, а что вы там используете, чтобы с россиянами говорить. Вот. В общем, палки в колеса нормальным людям государство вставило, и теперь с гордостью сообщает, что мы, видите ли, достигли того, чего сами же достигали еще 25 лет назад. В общем, как-то так. Что у вас с Максом, дорогие друзья? Раз, Пишите. собственно, была встреча Кужугетыча Сергея Шойгу с представителем СНГ, где он говорил о том, что Запад пытается поработить СНГ через доступ к данным пользователей смартфонов в приложениях, и в этот же день Владимир Путин подписывает, собственно, как сказать, что там, бумагу о том, что Макс будет еще и в странах СНГ. То есть, ну, один говорит про порабощение Западом, и потом следом мы все прекрасно знаем, что Макс какие разрешения просит, и мы порабощаем СНГ. В общем, странам, жителям соседних стран надо напрячься и максимально приложить усилия, чтобы никакого Макса у них там не было. Ну, тут, как, конечно, от их правительств зависит. Я думаю, что люди сами по себе, конечно, Макс этот скачивать не будут, потому что у них прекрасно работают нормальные мессенджеры, привычные. Вот, но если где-то из этих республик пойдут на соглашательство с Кремлем, то ситуация может ухудшиться. Я думаю, что такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан на это не пойдут, конечно, но вот какие-нибудь Таджикистаны, при всем уважении, конечно, к сожалению, могут пойти на это, может быть, даже не из-за большого желания, а из-за давления, которое действительно... Виноваты есть, конечно, везде, но на государственном уровне видим, что Армения наезжает, вчера наезжала на российский МИД и на какие-то атаки в свою сторону. С Казахстаном отношения все-таки, можно сказать, рабочие, но прохладные довольно-таки. Понятно, что на госуровне, я знаю Казахстан, и жил там, и общался с людьми. Конечно, мессенджер Макс никогда в жизни не станет популярнее Телеграма с WhatsApp. Так что на это рассчитывать не приходится. Я не думаю, что какие-то госструктуры пойдут на поводу. Вот. И вообще, да, кроме Туркменистана, наверное, я и такой страны назвать не могу, которая могла бы на это согласиться. Еще более изолированная страна, чем Россия. Все остальные так или иначе сидели ручками, так вот стучали по столу задумчивым видом и ждали, пока, наверное, они могут по отелям разойтись вот, с моделями, эскортницами из Москвы. Регулируют мессенджеры полоумные старики, которые не умеют пользоваться ПК и рассматривают экран через увеличительное стекло. Замечательно резюмирует «Ведомости Башкортостана». Привет, Бастрыкин, да. Ну, да, это как показатель, как бы, их характеристика всех этих товарищей. На самом деле он не один такой, понятное дело. Вот. Дорогие товарищи, мы, конечно, закругляемся, но перед тем, как мы закругляемся, так как осталось еще пару минут, я вас очень прошу, вот эти стыдные 18 лайков надо заменить на 30 стыдных лайков, потому что чем их больше, тем больше охват наших стримов. Я вижу, что активность есть, что вам нравится. Значит, наверное, было бы неплохо поставить лайк или подписаться, или зарегистрироваться наконец-то в Ютубе, подписаться и поставить лайк.
Поэтому надо поддержать своих дорогих ведущих, которых вы каждое утро многие смотрите. Многих из вас мы по нику узнаем. Это нельзя так. 18 маловато. Именно так, дорогие друзья. Поэтому то же самое говорю, присоединяюсь и добавляю от себя, что желаю хорошего дня всем. Увидимся очень скоро. Будьте здоровы и пока. Пока-пока.